иаҳауеит аҳауатә лашәақәа рыда. Аԥсны мраҭашәаратәи ахәҭа акурорттә қалақьқәа Гагра уахынла ҩажәи-ҩбаҽынла ҩажәи-жәаҩа градус рҟынӡа ишорахоит, аҳауатә лашәақәа рыда Пицунда иахьаҵнаку уахынла ҩажәи Каҽынла ҩажәи-жәеиза градус ыҟоуп. Гәдоуҭа уахынла ҩажәи-ҩбаҽынла ҩажәи-жәаҩа градус рҟынӡа инаӡоит, Афон ҿыц иахьаҵанаку уахынла ҩажәи-хԥаҽынла ҩажәи-жәаха градус рҟынӡа ишорахоит, аҳауатә лашәақәа рыда. Аԥсны агәеисырҭа Аҟәа ҳауԥхара уахынла ҩажәи-ҩбаҽынла ҩажәи-жәаҩа градус ыҟоуп, амшынӡа аҟәандара ҩажәи-аба градус. Уаха амза ҿагылоит, ирҳәоит згәабзиара уашәыроу арҭ амшқәа рзы еиӷьхоит ҳәа. Иахьатәи ласара абзиараз ҳәа шәасҳәоит, аԥсшьара мшқәа ирыҵзааит агәҿиарақәеи аманшәалареи. Абзиараз. Абриала амши ушара аԥсуа ҭыжьымҭа хыркәшоуп, иаарласны ҳаиқәшәоит аурыс ҭыжьымҭаҿы. Здравствуйте, в эфире специальный выпуск Амши-Ушара. 14 августа. В Абхазии день памяти и скорби. 23 года назад, в 1992 году, началась война. Кровопролитная, разрушительная, не щадившая ни женщин, ни стариков, ни детей. Война, унесшая тысячи жизней сынов и дочерей Абхазии и представителей народов, в трудный час вставших рядом с абхазским народом из Северного Кавказа и Юга России. Ценой неимоверных усилий наш народ отстоял право на независимость, свободу, право на жизнь. В памяти народные имена героев, ценой своей жизни добывших всем нам победу, давших нам возможность жить на своей земле, растить детей, строить государство, просто жить. И пока есть эта память, наш народ будет жить. В этом доме наших нет? День 14 августа, безусловно, трагический, но в то же время он стал отправной точкой мощного подъема абхазского народа, который ценой больших потерь отвоевал свою свободу. Об этом заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба в обращении к народу республики в связи с 23-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии. Мы отмечаем выдающуюся роль национального лидера Владислава Ардзинба, взявшего на себя колоссальную ответственность за судьбу Родины и оправдавшего веру и поддержку нашего народа, отмечается в обращении главы государства. В памяти народной навсегда останутся славные сыновья и дочери Абхазии, братья-добровольцы, которые не вернулись с полей сражений, подчеркнул Рауль Хаджимба. Память о войне и ее жертвах, уважение к ветеранам и к подвигу нашего многонационального народа – важнейшие основы строительства стабильного и безопасного будущего для нынешнего и новых поколений граждан Абхазии, заявил президент Рауль Хаджимба. Глава государства пожелал процветания независимой республики Абхазия, мира и добра мужественному абхазскому народу. По всей стране прошли памятные мероприятия. Люди чтили память погибших, склоняя головы к могилам героев. Цветы и венки к мемориалу славы в центре Сухума возложили ветераны войны, президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габне, премьер-министр Артур Миквабе, спикер парламента Валерий Бганба, депутаты, члены правительства, общественность.
очередь я хочу сказать абхазскому народу спасибо, что вы есть. Спасибо за то, что вы понимаете нас и поддерживаете в любой ситуации. Мое воспоминание сегодняшнее очень горестно и радостно. А радостно, потому что мы победили. Я это так воспринимаю. А горестно то, что началась такая жестокая война была. Особенно для меня, когда моего сына расчленили и привезли мне. Это было страшно было. Но я еще раз повторяю, спасибо огромное абхазскому народу, который меня, вот сколько лет я здесь живу, все они меня прямо на руках носят, можно так сказать. Ни один человек еще не обидел. Я могу за каждым абхазом пойти смело, не побоясь. В любую ситуацию они тебя выручат. Вот так я приняла, и вот так я живу с ними. В 92 году мы проснулись, когда нам сказали, что вот такое начинается. Мы никто не верил, что такое может быть. Что этот день принесет нам много слез, много потерь. Очень больно вспоминать всех тех ребят, девчат, которых мы сегодня не имеем. Всех тех, которые причиной смерти стала война. И всех тех мирных жителей, которые уничтожила эта война. Но я бы вообще этот день назвал бы днем начала государственности Абхазии, становления. И то, что абхазский народ выдержал и доказал, что он в состоянии иметь собственное государство и в борьбе с иноземными, в данном случае врагами, хотя мы были в одном государстве, это свидетельство духа абхазского народа, его силы. Конечно, мы жалеем о тех, кто пал, и никогда не забудем. Это очень большая утрата для абхазского народа. Но, как видите, они свои головы сложили за свободу, независимость и становление государственности абхазской. Этот процесс у нас идет, и я уверен, что он будет с каждым годом, каждым днем наращивать.
Со мной делилась воспоминаниями в основном бабушка. Она рассказывала, что когда 14 августа началось наступление, мой дядя находился дома. Он пришел как раз со смены, он у меня военный был, офицер, и отдыхал. Они с дедушкой не стали его будить, как бы родители, сами понимаете, они побоялись тоже. Но когда он проснулся и узнал то, что началось наступление, началась война, он сказал, как вы могли, говорит, там же ребята стоят, они, не осуждай, говорит, нас, ты же наш сын, как мы можем тебя тоже отпустить. Он тут же быстро собрался, побежал на Красный мост, соответственно, доехал, добрался туда, соответственно, был в самом начале войны, он стоял уже на фронте, на подступах к городу, защищал его, потом чуть-чуть попозже, соответственно, через несколько дней собрал Зушку, с которой сбил вертолет. Проезжая Гумистинский мост, там есть площадка смотровая, откуда был виден весь город. И с той площадки он сбил вертолет первый, с этой Зушки, которую он собрал сам. Для нас 14 августа – это очень важный день, потому что нас воспитали так, что в этот день ребята, молодые в нашем возрасте были еще, они вышли защищать свою родину, и они отдали свою жизнь для того, чтобы мы сегодня ходили по этой земле, чтобы мы радовались сегодня каждому дню. То есть чисто для меня это я обязана прийти и отдать дань уважения этим ребятам, потому что они не стали жить дальше, а отдали свою жизнь, и они остались бессмертными. Государственному музею боевой славы имени Владислава Арзенба передано знамя одного из легендарных подразделений Западного фронта. Полотнище, принадлежащее батальону «Шаратын», отныне и всегда будет находиться в этих стенах в уголке, рассказывающем о его бойцах. Знамя станет одним из главных экспонатов музея, в котором собраны сотни документальных свидетельств Отечественной войны народа Абхазии. А в светлые дни праздников стяг будет развиваться на улицах страны. Низфа Аршпа продолжит тему.
Знамя победителей, знамя, победившее время. Спустя 23 года боевой стяг батальона «Шаратын» увидят сотни людей, которые придут в музей боевой славы, чтобы прикоснуться к нашей истории, узнать больше о героизме народа, одержавшего поистине большую победу. С первого дня боевых действий батальон «Шаратын», значит, как один встали на защиту нашего Отечества. Мы знамя это сначала и изначально вопрос был поднят у нас. Знамя в части, чтобы изготовить так, как мы хотели, со всеми его атрибутами. Война шла, до этого времени не было. Но руководство страны нам при первой же возможности, что дадут, знамя части, слово было дано. А потом, когда уже время настало, после завершения боевых действий, значит, знамя части обязательно мы получили. Это знамя части актив наш «Шаратын», и до сих пор это как единая семья решили увековечить это знамя, значит, в музее славы. Мастера национального танца ансамбля «Шаратын», для которых сцена и искусство больше, чем жизнь, с самого начала войны объединились в группу. Название себе искать не стали, просто «Шаратын». Об их героизме известно и сказано много. Ребята принимали участие в самых сложных операциях Гумистинского фронта. Группа стала разрастаться. Число бойцов превысило 300 человек, и «Шаратын» стал считаться батальоном. Руководил им герой Абхазии Руслан Кула. Группу «Шаратын» повсюду сопровождал барабан. Без музыки и танцев они не могли прожить и дня. И даже в минуты скорби музыка спасала их от тяжелых дум о своих погибших братьях. География боевого пути «Шаратына» самая разнообразная. Шрома, Цугуровка, Восточный фронт, Сухумская гора, Ахбиюк – они были там, где было опаснее и страшнее всего. Там, где больше всего нужна была помощь. Общее число погибших – 54 человека. В дни войны участники «Шаратына» попросили создать для их батальона свое знамя – стяг, с которым они будут идти в атаку и принесут Абхазии победу. Тогда это не получилось. Прошло много лет, прежде чем появилось это знамя. Знамя батальона «Шаратын». Передаем наш боевой флаг нашей группы «Шаратын» в музей боевой славы. Дай Бог, чтобы он был здесь всегда для обозрения наших потомков, чтобы они видели и знали нашу историю, как мы начинали и как мы проводили наш боевой путь. И дай Бог, чтобы этот флаг только выходил из здания музея на парад и на хорошие мероприятия. Это полотнище красноречивее любого учебника истории может поведать о том тяжелом для всего народа Абхазии времени, о героизме сотен бойцов, сложивших голову ради победы, будущего Апсны, нашего будущего. Нисфа Аршба, Джустан Амичба, Абхазское телевидение. 15 августа в Абхазии День добровольца, который отмечается с 2013 года. В этот день, 23 года назад, 15 августа 1992 года, в Гудауту прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. К этому дню приурочен ряд мероприятий. С 12 до 13 часов состоится церемония возложения венков к памятнику добровольцев в Гудауте. С 14 до 15 часов возложение венков к могиле первого президента Республики
Республики Абхазия Владислава Арзанба. В 15:30 возложение венков погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме. В 16 часов посещение Музея боевой славы в столице и в 6 часов вечера концерт ко Дню добровольцев Абхаз-Госфилармонии. В нем примут участие абхазские коллективы, эстрадные исполнители «Кавказ», Людмила Гумба, Артур Лакрба, Георгий Кокоскерия, Абхазская государственная капелла и другие. В канун празднования Дня добровольцев президент Рауль Хаджимба принял защитников Отечества из самых разных республик Северного Кавказа и Юга России. Говорили о разном, вспоминали многие, в том числе и сложные моменты Отечественной войны народа Абхазии. И, конечно же, почтили память тех, кто отдал жизнь за свободу Апсны. Крепкое рукопожатие, теплые объятия с теми, кто 23 года назад впервые приехал в Абхазию защитить наш народ. В первых рядах добровольцев президент Конфедерации горских народов Кавказа. «Здесь намного лучше жить, чем дома», — сказал Муса Шанибов. Рауль Хаджимба, в свою очередь, предложил никуда не уезжать. Ну тогда здесь надо быть с нами постоянно. «Для нас важно сделать так, чтобы мы снова стали крепкой, дружной семьей», — отметил глава государства. Я рад вас видеть. Надеюсь на то, что все те тяготы и лишения, которые были пережиты нами вместе, тяготы войны, остались позади. Народу Абхазии предстоит еще многое сделать для того, чтобы уйти от того тяжелого наследия, которое осталось после войны. Все те шаги, которые мы предпринимаем сегодня, бывая на Северном Кавказе, ездя по субъектам Российской Федерации, это не для того, чтобы о нас вспомнили. Это для того, чтобы опять завязать все те наши отношения, завязать их таким образом, чтобы мы были бы единой целой семьей. Для нас это очень важно. Ваше присутствие рядом с нами в тот период, тяжелейший период для нас, это подвигло нас еще к большим делам, к большим подвигам. Вместе с вами мы завоевали свободу. «Вместе мы вечные, порознь мы обречены». С этими словами седовласый Муса Шанибов начал свое выступление. Все слова сегодня обращены и посвящены тем, кого нет рядом с нами, тем, кого забрала война. Участники встречи почтили минутой молчания память погибших воинов. Вы на счет первой встречи 1-0 в вашу пользу. То, что вы сделали, я хотел обойти и всех поприветствовать, но не хватило мне смелости, а вы это сделали, я вам завидую. Смелости у вас намного больше, чем у меня. Желаю вам успехов, достойно применить эту смелость, она мужчине чрезвычайно необходима. Рауль, дорогой, мы, конфедераты, договорились, будем нормальны, кто будет избран народом, мы будем с ним трудиться. Но моя семья раскололась, нас 3 абхазов сейчас, жена, дочь и я. 2 женщины, 2 дочери абсолютно были на вашей стороне. Я говорю, я нейтральный. Они говорят, в такой ситуации нельзя быть нейтральным. Я приветствую вас от имени старшего поколения, Совета старейшин, я остаюсь с конфедерацией таковым, Союза ветеранов, они вас приветствуют, желаю вам и вашей команде успехов. Слова благодарности за то, что добровольцы пришли, поддержали, не бросили в беде народ, шли от души. Сегодняшняя встреча – очередное доказательство того, что наша дружба нерушима, отметил министр обороны, генерал армии Мираб Кишмария. Я многих знаю, которые нас воевали, рядом находились, особенно больше всех кабардинцев, которые погибли в то время. Рауль Джунгашпус. Ничего не было, если абхазский народ в первую очередь не стал бы на защиту своего рода. Лучшие сыновья ваши погибли. Не помним их. Я очень благодарен нашему президенту, главнокомандующему, что он так организовал. В этом зале представители русского казачества, добровольческих движений из Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Южной и Северной Осетии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Не обошлось и без подарков. С пожеланиями успехов в деле служения народу Абхазии Раулю Хаджимба вручили благодарственные письма и множество подарков. В завершении не обошлось и без многочисленных фото на память рядом с президентом Абхазии. Нисфаршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
Сегодня в Абхазии тепло встречают добровольцев. Здесь им всегда рады и ждут всегда в гости, по-доброму, по-родному, радуясь каждой встрече с теми, кто в сложные годы защищал и защитил наше Отечество. По данным Министерства обороны, добровольцев, принимавших участие в войне 92-93 годов, 2310 человек. В преддверии очередной годовщины, которая у нас пройдет в ближайшую субботу, 15 числа, никаких квот, как это было ранее, мы, конечно же, несуразных квот не выставляем. Все те, кто считают в этот день быть вместе с нами, мы всем им рады. И даже если у нас на дворе курортный сезон и номерной фонд у нас переполнен, есть в конце концов наши дома, с которыми мы с удовольствием мы их примем. И наоборот, это нам будет повод проговорить вообще о нашей текущей гражданской жизни, где мы вам, друзья, ребята, рады и вас ждем. Фотографии военного периода и первых дней Отечественной войны народа Абхазии из архива Рамина Каджая, Олега Климова и Виталия Кецба были представлены на выставке в Музее боевой славы в столице. Посетители экспозиции могли увидеть оружейную коллекцию, награды и личные вещи погибших защитников Родины. Наши корреспонденты вместе с первыми посетителями посмотрели экспонаты выставки. Репортаж Налы Мукба. Первое знакомство с дедушкой пока неосознанное. Малыш понимает, что что-то родное связывает его с этой фотографией. На ней Юрий Капш, погибший в начале войны и награжденный медалью за отвагу. Многие посетители узнавали на снимках, представленных на выставке, своих родственников. За каждым фото своя история и трагедия. После смерти отца сын родился, и когда он подрос, 1,5 года, когда ему были, объясняли, что это двое отец. И погиб во время войны. И он всегда говорит, это мой папа, говорит. Я иногда обиделась где-то что-то. Я говорю, нет, это мой папа, я без него не могу. Всегда Портреты бойцов, фотографии с фронта, ранее не представленные зрителям, вошли в экспозицию, которая открылась ко дню начала войны в Музее боевой славы. Здесь снимки из коллекции фотографов Рамина Каджая, Олега Климова и Виталия Кецба. Другие экспозиции из коллекции Олега Климова мы поменяем на часть этой же коллекции. Коллекцию Рамина Каджая будем тоже менять на другую часть его же коллекции. Выставка фотографий добровольцев тоже у нас осталось не выставлены. Мы дополним, что-то поменяем, что-то дополним и так далее. Потому что их очень много, и мы хотели бы показать всем. Помимо фотографий здесь выставлены награды и личные вещи погибших героев, в том числе и письма с фронта. На выставке также представлена оружейная экспозиция. Часть экспонатов принесли в музей родственники погибших воинов. Все это позволило по крупицам воссоздать историю. Мой брат, близнец Аркадий Чачкалия, народный артист Абхазии, в ансамбле «Шаратын» танцевал, погиб 16 сентября. То, что я принесла, то и есть, то, что осталось у мамы. Мамы нет уже, мама тоже умерла. У него семьи не было. Когда нет наследников, лучше в музее хранится, чем дома. Люди-то хоть будут видеть, будут знать. Свои краски в атмосферу выставки вносила органная музыка. Репертуар ее был подобран специально к этому мероприятию. Все-таки выставка, люди приходят, смотрят, обсуждают. Музыка должна все-таки быть, не то чтобы совсем фоном, но все-таки она не должна превалировать. Поэтому, во-первых, это произведение не очень громоздкие, это миниатюры, это произведения, вот я играл сейчас Чайковского, например. Выставка, посвященная началу войны, продлится до Дня Победы. Нала Мукба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Правила выдачи боевых наград Отечественной войны народа Абхазии будут изменены. Государство вынуждено не просто сделать иным это положение, но и привести в соответствие. Это позволит в первую очередь избежать случаев награждения людей, которых на полях сражения не было. Главная же задача – вспомнить тех, кто жизни не жалел ради Родины и более 2 десятков лет не был удостоен заслуженной награды. Председатель комиссии по наградам, вице-президент Абхазии Виталий Габня и первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба подробно рассказали в интервью Абхазскому телевидению о том, как на практике будет работать новая схема. Деталями поделится Нисва Аршва.
Структурировать или попросту изменить существующий порядок выдачи боевых наград необходимо было давно. За прошедшие с окончания войны 22 года к высоким знакам отличия было представлено очень много людей. И нередко в их числе были те, кто, собственно, к самой войне не имел никакого отношения. Ветераны об этом говорили не раз. Зачастую медаль за отвагу и орден Леона, боевые награды Отечественной войны народа Абхазии, они видели на груди неизвестных им людей, которых в бою рядом с собой они не видели никогда. И если раньше порядок представления к наградам позволял допускать такие ошибки, то теперь нет, уверен председатель комиссии по наградам Виталий Габни. На сегодняшний день существует правило, где участник войны приходит, берет анкету, заполняет ее, сам формирует свое видение, какой награды он достоин, и 5 сослуживцев подписывают, где данный подход сегодня вызывает как среди ветеранов, так и в обществе значительные нарекания. Целесообразен ли такой подход спустя 2 десятилетия? Виталий Габни уверен, что да. Здесь речь идет не просто об отсеивании документов. Тут нечто большее, чем подписи и представления. Получать награду человек будет только в присутствии однополчан, с которыми прошел свой боевой путь. Мы собрали командиров всех батальонов и сказали о том, что с 1 числа 2016 года мы закрываем вообще подачу и прием наград как таковых по войне 92-93 годов. А до этого разрабатываем график, который коснется всех батальонов, обеих бригад, отдельных рот, где каждый четверг в данном графике именно командир данного подразделения будет и имеет право подавать на награду, но только при полном строе из числа, соответственно, живых, как я говорю, при полном параде. Вот когда мы ввели это правило, ровно половину из тех, которые к нам сюда приходили и требовали себе награды, им просто ветром сдуло. Потому что главным критерием является не только подача самого командира, а чтобы награда вручалась при СМИ, при телевидении, как это положено, празднично и при полном согласии боевого строя ребят. Если раньше человек мог сам написать о себе героические рассказы в наградном листе, попросить подписать документ 2-3 своих близких родственников из числа ветеранов, а были и такие, то теперь это прерогатива только командира. Именно его подпись и будет решающей в наградном листе. Из общего количества участников Отечественной войны народа Абхазии 18 727 человек, на сегодняшний день награждено 6371 человек. Естественно, у многих возникает вопрос, а остальные, которые принимали участие в Отечественной войне, почему они должны быть не награждены, который внес лепту в победу в нашу. Все те, которые участвовали в войне, они должны быть именно поощрены государственными наградами. На сегодняшний день прием наградных листов в Министерстве обороны временно приостановлен. Он возобновится в самое ближайшее время, но уже на новых условиях. До 2016 года комиссия планирует завершить эту работу и раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о новых правилах награждения смотрите в нашей программе сегодня. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 64 рубля 94 копейки, евро 72 рубля 37 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии будет облачно с прояснениями, временами ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 28 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.